Дорогие ребята, сегодня музей музыки и фольклора народов Якутии познакомит вас с играми народов Якутии, то есть с играми якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей, эскимосов. Все эти народы имеют богатейшую историю и культуру, истоки которой уходят в глубокую древность. Якуты проживают не только в республике Саха-Якутия, но и в Хабаровском крае, а также в Иркутской области. Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков. Издавна якуты занимались табунным коневодством, разведением крупного рогатого скота. Таким образом, мы являемся самыми северными коневодами и скотоводами, а также, конечно, охотниками и рыболовами. Жили якуты полуоседло, переезжая с зимника на летник, как сейчас вот мы переезжаем на дачу. Зимнее жилище называлось балаган, а летнее жилье – уросой. Зимой в морозы дети играли, конечно же, не выходя почти из зимней юрты балагана, в основном играли в настольные игры. Зато с наступлением весны наступала великая радость, переезд в летние аласы. Начиналась беготня, подвижные игры, в некоторые из них мы сегодня поиграем с вами. Эвенки – оленный народ, разбросанный почти по всей Сибири и Дальнему Востоку. Эвенки живут не только в нашей республике, а от реки Аби до Тихого океана, от Красноярского края до Сахалина, а также в Монголии и в Китае. Эвенки – это прекрасные охотники, рыболовы, оленеводы, ведущие кочевой образ жизни. Поэтому их основное жилище – переносной конический чум с каркасом из 40 шестов, крытый летом берестой, зимой оленьими шкурами. Эвенов раньше называли ламутами, от слова «ламу» – море. Язык эвенов принадлежит так же, как и у эвенков, к тунгусской группе языков. Эвенов многие путают с эвенками, хотя это две разные народности. Есть береговые эвены, проживающие на побережье Охотского моря, а также на Чукотке, Камчатке. И есть таежные эвены, живущие у нас в Якутии. Все они оленеводы, охотники, рыболовы. На маршрутах кочевий оленьих стад обычно располагались небольшие стойбища, временные поселения из 2-3 чум. Традиционным жилищем эвенов был переносной чум и луму, похожий на эвенкийский. Одними из самых малочисленных и древних народов являются юкагиры, живущие только в Якутии. Причем на Верхней Колыме они называют себя адулами, а на Нижней Колыме – вадулами. Раньше, говорят, юкагиров было так много, что огни их костров отражались на небе, ведь недаром якуты называют северное сияние юкагирскими огнями. Дюкябель Оттера. А на границе с Чукоткой и в Якутии живут чукчи. Удивительный народ, создавший и сумевший сохранить уникальную культуру на самом краю света. Чукотский язык принадлежит к палеазиатской группе языков. Различаются тундровые чукчи и береговые. Тундровые чукчи занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, а береговые чукчи – морским зверобойным промыслом, то есть охотой на тюленей, моржей, китов и на белых медведей. Сегодня, играя в старинные игры народов Севера, в вашем воображении возникнут картины прошлой жизни, где так ценились ловкость и сила охотников, гибкость их ума, наблюдательность. Итак, оторвемся от своих компьютеров и поиграем.